И сейчас мы сможем увидеть тех людей, которые впоследствии станут новыми Артемом Дамковскими, Алексеем Кудиным, Михаилом Одинцовым и прочими звездами белорусского ММА, которые нам хорошо известны. Абдулла Тайханов, 19 лет, первый профессиональный бой. Академия ММА Минск. Чемпион Туркменистана по карате, чемпион Республики Беларусь по карате, чемпион мира по карате. Абдулла Тайханов. Турнир Road to NFG под номером 2. Будет очень много интересных боев. Сейчас мы смотрим гран-при, полуфиналы в весовых категориях 66, 70 и 77 килограммов. Полулегкий, легкий и полусредний вес. Также нас ожидают интереснейшие события. Сражение брата Алексея Кудина Александра. Интереснейшее противостояние в главном бою вечера. Также нас ожидает это 120-килограммовый тяжеловес Владимир Бурый и опытный нокаутер Сергей Алексеевич, который значительно легче своего оппонента. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Надеемся, что сегодня мы увидим интересные бои. Тем более ребята все готовы, мотивированы и понимают, что для них это большой шанс заявить о себе в лучшем промоушене Беларуси, ну и также на телеканале М1 Global, и показать себя, кем они могут стать. Ну а кем они могут стать, они знают. Много бойцов из Беларуси радовали нас своими выступлениями, в частности первым чемпионом организации, первым обладателем, точнее, пояса чемпиона организации М1 Global вообще, ну и в легком весе в частности, был Артем Дамковский, который в очень интересном и незабываемом противостоянии победил нынешнего легковеса UFC Мейрбека Тайсумова. Абдулла Тайханов. Гран-при в категории до 66 килограмм. В красном углу ринга боец спортивного клуба «Спартак Бобруйск». Неоднократный победитель областных соревнований по вольной и греко-римской борьбе. Серебряный призер первенства Республики Беларусь по грэпплингу. Победитель турнира NFG. Победитель турнира «Стрелка». Владислав Поздняк. Владислав Поздняк. В синем углу ринга боец Академии ММА Минск. Первый профессиональный бой, 19 лет. Чемпион Туркменистана по карате. Чемпион Республики Беларусь по карате. Чемпион мира по карате. Абдулла Тайханов. Итак, Владислав Поздняк, Абдулла Тайханов. Пивоваров Андрей. Первый бой вечера. Ну, мы видим, что, естественно, все меры безопасности предприняты. 3 раунда по 5 минут. Все бойцы прошли обследование, все, кроме бойцов в масках, в перчатках, ну, а бойцы еще и в перчатках, кстати говоря. Так что только бойцы с открытыми лицами. Все остальные практически инкогнито. Начинается поединок. Пытается ли он боковым сразу начинать Поздняк? Тайханов захватил центр ринга. Хороший лоу-кик пробивает. Ой, здорово, навстречу попадает Тайханов. Пытается хорошо, уходит сейчас хорошо Поздняк, но пытается сейчас Тайханов сделать удушающий. И я вижу, что пытается выйти на анаконду. Или на Дарсичок. Ну, тут ему надо перевернуться. Он просто душит. Сейчас пытается просто задушить Поздняка. Но если И засыпает Владислав Поздняк. Сразу же в жестком очень... жестким удушающим выигрывает Абдулла Тайханов. Да, такое тяжелое начало, короткий получился поединок, однако боец Поздняк подумал, что выдержит удушающий. Если честно, я тоже подумал, что выдержит, потому что я не совсем понял, как именно задушил. Ну, это какая-то очень сильная получилась полугильотина, полу-что-то, я даже не понял. Быстро достаточно и бодро все получилось, однако тут что можно сказать, это действительно
действительно парень просто не ожидал, может быть, что у него окажется такой соперник. Тем более объявляли его как чемпиона мира по карате, а он оказался неплохой в удушающем. Неплохо в грэпплинге, ну и, соответственно, здорово исполнил удушающий прием. Поздравляем Абдула Тайханова. Хорошая победа, досрочная. Дамы и господа, Поздняку желаем в первом раунде удачи. на 25-й секунде удушающим приемом побеждает боец Академии ММА Минск Абдула Тайханов! Быстрое завершение боя, но тут, как говорится, сказать нечего. Поздняк не сдавался,